Через Россию в Беларусь, лесными тропами в Литву, а затем на запад Евросоюза. Это уже старый коридор нелегальной миграции, однако до сегодняшнего дня им в основном пользовались жители Вьетнама, Афганистана и России. Обнаружить в лесном массиве их можно только вот таким способом – с вертолета и с помощью тепловизора. С такой техникой нелегалов можно обнаружить даже ночью. Сегодня мы ежедневно сталкиваемся с этим транзитом, которому уже не один год. Через территорию нашей страны со стороны востока на запад доминируют жители Вьетнама и Российской Федерации. Не только через Литву, также через Латвию и Эстонию. Со стороны юга также зафиксированы несколько попыток пробраться в страны Скандинавии через Польшу и Литву. Наблюдая за тем, что происходит в Евросоюзе, мы не исключаем возможности, что эти потоки беженцев могут пройти через наш регион. По квоте расселения беженцев в странах ЕС в Литву пока прибыло 6 мигрантов. Молодая пара сирийцев и вот эта семья из 4 человек из Ирака. Они уже успели подать в суд против Литвы, поскольку миграционная служба республики наделила беженцев временным статусом, который можно пересмотреть через 2 года. Всего в Литву по квотам ЕС должно за 2 года прибыть 1105 мигрантов из Северной Африки и стран Ближнего Востока. Однако в Вильнюсе не исключает, что беженцев может быть намного больше. В Литве охраняют 3 границы. Границу с Белоруссией, с Россией и аэропорты. Остальные границы, принадлежащие зоне Шенгена, особо охранять не нужно, но пограничники готовы. Если у этих границ появятся большие потоки мигрантов, то, конечно, будет усилен пограничный контроль. Такой возможный сценарий пограничные службы рассматривают. Ежегодно в Литовском центре регистрации нелегальных мигрантов оседает по несколько сотен беженцев. Лесными тропами из Беларуси их проводят контрабандисты, которые наладили настоящую преступную сеть. Бороться с этим явлением помогает техника. 1070 километров – это длина границы со странами, не входящими в ЕС, а значит внешняя граница всего сообщества. Одна из самых длинных в Евросоюзе. На ее протяжении планируется оборудовать камеры, системы ночного наблюдения, но все это появится только к 2022 году. По моему глубокому убеждению, эта проблема с течением времени станет острее. Мы должны готовиться к таким вещам, но я не знаю, хватит ли у парламента воли и возможности сделать так, чтобы Литва не была переполнена мигрантами. Предложение нашей партии является проведение референдума, так же, как жители Венгрии не побоялись выразить свою точку зрения на этот счет. Такие антииммигрантские настроения среди политиков в Литве достаточно распространены. После терактов в Брюсселе они только обострились. Денис Тарасенко, «Настоящее время», Вильнюс, Литва.